Великое произведение как музыкальная терапия. В Якутск приехал камерный оркестр из Кореи. Музыканты примут участие в международном открытом конкурсе молодых исполнителей «Розовая чайка», который стартует завтра в столице республики. С корейскими музыкантами встретилась Саргалана Федорова. Скрипка заполняет зал чудесной акустикой. Покорить классическую сцену приехали корейские музыканты. До старта один день. Уже завтра они исполнят торжественный марш британского композитора Эдуарда Элгара. Пак Зун Пен играет на скрипке с малых лет, и он уже на пути к своей цели. Нам повезло, что в Корее создают рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере культуры. После окончания занятий в оркестре я хочу поехать в Америку, чтобы дальше развиваться и заниматься музыкой. В оркестре занимаются ребята с ограниченными возможностями здоровья. Коллектив существует 13 лет. Оркестр создает рабочие места в музыкальной сфере. Но самое главное – это то, что музыка служит своего рода терапией. Самая главная задача оркестра – лечение музыкой. С этими ребятами я работаю 5-й год. Как показала практика, музыка действительно лечит. Когда я только пришел, они были зажатые и замкнутые. Но постепенно ребята раскрылись через музыку. Они много улыбаются, стали хорошо выражать свои эмоции. У молодых музыкантов свое видение на каждое великое произведение. Они покажут себя с разных сторон – с музыкальной, технической, в целом с виртуозной. Мы слышали, что Россия оказывает хорошую поддержку людям с ограниченными возможностями здоровья. И Корея тоже старается создавать им рабочие места. Я надеюсь, что в дальнейшем и в Якутии будет создан музыкальный оркестр для таких особенных людей. И мы могли бы вместе сотрудничать. Конкурс «Розовая чайка» соберет молодых музыкантов из 5 стран мира. Среди них сольные исполнители и коллективы, играющие на струнных, духовых и народных инструментах. Это и профессионалы, и просто любители музыки. Саргалана Федорова, Джолустан Иннокентьев, Якутск.